период усиления национально-колониального гнета, проникновения капиталистических отношений в социально-экономическую жизнь края выходит газета «Казах». Она выражала идеи либерально-демократического направления. В ней сотрудничал лидер Казахской конституционно-демократической партии и общенационального движения казахского народа, ученый-экономист Алихан Бөкейханов, ученый-тюрколог и лингвист Ахмет Байтурсынов, публицист Мыржакып Дулатов и многие другие общественные деятели. С 1913 года и до 1917 года редактором газеты «Казах» был Ахмет Байтурсынов. В эти дни общественность нашей страны отмечает две очень важные даты. Это прежде всего 140-летие со дня рождения духовного лидера нации Ахмета Байтурсынова и 100-летие газеты «Казах», им же организованной в 1913 году, когда Ахмету Байтурсынову было уже около 40 лет, и он отбывал ссылку в Оренбурге. А нужно сказать, что к этому времени имя Ахмета Байтурсынова уже было довольно широко известным, и многие его коллеги его уже в это время называли вождем казахской интеллигенции. В частности, Авозов впоследствии об этом неоднократно подчеркивал. Нужно сказать, что Ахмет Байтурсынов к этому времени состоялся и как выдающийся поэт, публицист, реформатор казахской письменности, ученый-тюрколог. По сути дела, нет направления в науке, где бы Ахмет Байтурсынов не оставил след. Так вот, в 1913 году, когда он купил дом, этот дом, кстати, сейчас сохранился, мы просим Российскую Федерацию там сделать музей Ахмета Байтурсынова, отремонтированный этот дом, где газета «Казах» выпускалась и где сам жил с женой Александрой Ивановной и приемной дочерью отец. Этот дом... Ахмет Байтурсынов – великий казахский просветитель, ученый-тюрколог и лингвист, реформатор орфографии казахского языка, создатель первых казахских учебников, поэт, публицист, видный общественный деятель. Он родился в 1873 году в урочище Сертюбек Тургайского уезда в простой семье. Но несмотря на простоту, отец Ахмета, Байтурсын Шошакулы, был гордым, принципиальным, смелым и дерзким человеком. К ним в аул приехали полицейские во главе с полковником Яковлевым и устроили погром. Его отец и 3 брата не стерпели издевательств и избили полковника. За это были высланы в ссылку на 15 лет в Сибирь. С тех пор Ахмет воспитывается у родственников, а грамоте учится у местных мул. Позже поступает в Тургайское двухклассное русско-казахское училище. Окончив его, Ахмет Байтурсынов отправляется в Оренбург для продолжения образования и поступает в 4-летнюю учительскую школу, основанную просветителем Ибраем Алтынсариным. В Оренбурге он испытывал большие финансовые трудности, но все же окончил школу в 1895 году. С 1905 года начинает активно вести политическую деятельность. И уже в 1913 году Байтурсынов вместе с бывшим депутатом Первой Государственной Думы Алиханом Бөкейхановым и поэтом и писателем Мыржакыпом Дулатовым. И дальше газета уже регулярно выходила 5 лет до 18 года, до начала советской власти, до разгрома партии «Алаш». Вот 5 лет газета, 265 номеров этой газеты выходила. Нужно сказать, что Ахмет Байтурсынов стоял у истоков вообще всей демократической прессы, периодического, печатного, журнального дела, поэтому мы его с полным правом отмечаем как основоположника национальной печати, конечно, вместе с Алиханом Бөкейхановым, вместе в великолепной тройке еще Мыржакып Дулатов, вот эта тройка. В 1917 году на 2 общекиргизских съездах в Оренбурге Ахмет Байтурсынов участвовал в создании казахской партии «Алаш» и был одним из организаторов и руководителей правительства Алаш-Орда. Первым председателем этой первой казахской автономной республики был избран Алихан Бөкейханов. С июля 1917 года газета «Казах» становится печатным органом партии «Алаш».
Ахмед Байтурсынов привлек сразу в сотрудничество к этой газете весь свет национальной интеллигенции того периода. Это такие имена, как Шакарим, Беймбет Майлин, Султан Махмуд Турайкыров, Сабит Дунинтаев, Бахшан Каратаев, Мухаммеджан Таншпаев, Мухаммеджан Сиралин. А вот много можно упомянуть такие фамилии, это знаковые фамилии, имена, которые впоследствии стали видными деятелями национальной духовности. Вот этот круг, а это около 40 человек, там были, кстати, и женщины-казашки, это Кагаз Душанова, это Ганижамал Дулатова, супруга Маржахапа Дулатова, ну и ряд других лиц. Поэтому вот такой цвет, такой состав сотрудников вот, сразу привлек внимание к этой газете. Газета издавалась, некоторые номера ее издавались тиражом до 8 тысяч. Это большой по тем временам тираж. И газету читали не только на территории Казахстана, но читали ее в Уфе, Казани, Петрограде, Москве, в Омске. Вот. Читатели были в этой газете даже в Турции и в Китае. Так что газета имела такое широкое, сразу с первого номера она стала серьезно на ноги. В целом газета «Казах» достигла очень высокого научного уровня. Но выдающимися публицистами этой газеты, конечно, была тройка во главе с Ахметом Байтурсыновым, Алиханом Бухихановым и Маржахап Дулатов. Маржахап Дулатов, кстати, с мая 2014 года был вторым редактором этой газеты после Ахмета Байтурсынова. Достаточно сказать, что вот один из главных публицистов этой газеты, идеолог, человек, который в этой газете сформировал все положения партии Алаш, алашского правительства, вот Алихан Бухиханов, более 200 публикаций только в этой газете за 265 номеров, более 200 публикаций только Алихана Бухиханова. Конечно, в те времена, это сейчас ученые, исследователи доказывают, все публикации шли анонимно, так скажем, псевдонимы. Но у Алихана Бухиханова очень знаменитый псевдоним того времени – Карбаласа, сын степей в русских изданиях, Турк Баласа, Галихан, ряд других псевдонимов, около 40, которые Алихан Бухиханов использовал. Алихан Бухиханов – казахский общественный деятель, преподаватель, журналист, этнограф, один из лидеров партии Алаш, комиссар Временного правительства по Казахстану, председатель Алашской автономии с 1917 по 1920 годы. Он относил себя к западническому направлению общественного движения казахской интеллигенции, которое видит будущее киргизской степи в сознательном претворении западной культуры, в самом широком смысле этого слова, и возьмет за образец, в частности, партию народной свободы. Маржахап Дулатов – казахский поэт, писатель, один из лидеров правительства Алаш-Орды и национально-освободительного движения Казахстана. Также известен под псевдонимами Мадияр, Азамат, Тайминер, Туркбаласа, Аргынбаласа. Он очень долго и мучительно расплачивается за свои труды в сборнике «Уян Казах». Он попадает под наблюдение полиции и в поле зрения царской охранки. А в 1911 году арестован в Семипалатинске и проводит год и 8 месяцев в заключении. Это было не последнее его заключение. Дулатов был посмертно реабилитирован в 1988 году. Он был признан пионером современной казахской литературы и одним из лидеров национального освободительного движения. Основная публикация с первого номера в газете «Казах» – это проблемы колонизации степного края, это угнетенное положение казахского народа. А здесь очень много проблем. Это проблемы переселенцев, насильственного захвата казахских земель русскими переселенцами. То есть вся эта огромная проблема переселенческой политики сразу присутствовала прежде всего в газете «Казах». Ну и другие проблемы, конечно. Это была общественно-политическая газета, и вместе с тем она была и литературная. Можно сказать, что газета «Казах» заложила истоки всему литературному процессу в Казахстане. Стояла у истоков, по сути дела. С другой стороны, те проблемы, которые поднимал сам редактор, Ахмет Байтурсынов, это были проблемы, в том числе и культуры. Мы все прекрасно знаем, что Ахмет Байтурсынов реформатор казахской письменности.
отец казахского алфавита, да, латинского алфавита. Вот эти проблемы впервые были подняты в этой газете, и впервые были подняты именно Ахметом Байтурсыновым. Отказывались от раскладки налогов и подати, осуществляли самовольную порубку лесов, многие из них оказались без выделенных земель. Безвыходность положения, обнищание массы крестьян-переселенцев, усиление социально-классовой расслоенности переселенческой деревни стали причиной открытых выступлений крестьян. Против аграрной и колониальной политики самодержавия выступали и казахские трудящиеся. Феодально-байская верхушка, владея большой частью поголовья скота, пастбища, казахские шаруа жгли зимовки баев, отказывались от уплаты налогов, нападали на воинские команды. Продолжалось изъятие земель у казахского населения. Для нужд войны реквизировали одежду, скот и продукты продовольствия. Принудительно мобилизировали транспорт для подвозки военных грузов, главным образом хлеба, к железнодорожным станциям. Само название газеты «Казах» сразу завораживает, потому что Олгезде в то время казахов называли киргизами. Казахов называли киргизами. Вот современных киргизов называли каракиргизами. Очень оскорбительно. Вот Ахмет Байтурсынов сразу исконное название. Еще в 20-е годы, кстати, вот 25-й год, еще нас называли киргизами. Официально Киргизская республика и так далее. Поэтому это вот еще одна большая заслуга Ахмета Байтурсынова в том, что он сразу газете дал исконное название этноса, наций. Вот. Поэтому, видите, вот огромный круг вещей, вот, моментов, которые, по сути, дают приоритет Ахмету Байтурсынову как основоположнику вот, отечественной журналистики. Должен сказать, что вот газета «Казах» со временем, привлекая еще больший цвет национальной интеллигенции, она в то же время явилась как бы светочем, вот показала факел такой, чтобы, и поэтому сразу с этой газетой очень многие люди, которые уже впоследствии в 16-17 сотрудничали, они впоследствии стали очень выдающимися людьми Казахстана. Должен сказать, что несмотря на то, что, вот, скажем, Алихан Бухиханов, который 32 года жизни, это же из 71 года, 32 года жизни, это 4 тюрьмы. Он, по сути дела, был под негласным надзором сыскной полиции, вот, и старой власти царской, и новой советской. 32 года. Ни одного дня, по сути дела, вот, не проходило, чтобы он был не под присмотром, вот, в частности, Алихан Бухиханов. И 4 тюрьмы. Последняя тюрьма Бутырка, бутырская знаменитая тюрьма в Москве, чего только стоила, и так далее. И у Ахмета Байтурсынова такая же ситуация, когда он, значит, и вот эта ссылка Оренбургская, потом Самарская ссылка, значит, и впоследствии еще его неоднократно арестовывали. И вместе с ними, вот с двоими, в частности, людьми, были верные жены, которые были русскими. У Ахмета Байтурсынова была жена Александра Ивановна, он ее назвал Бадри Сафой, Бадри Сафа Мухаммед Салах Каза, сразу вот по-мусульмански. И у Алихана Бухиханова жила жена Елена Севастьянова. Ну, можно вспомнить, что у лидеров Алаш у многих были жены русскими, в частности, вот у Жахан Шейдос Мухаммедова Ольга Колосовская, вот, у Мустафы Шохая, который, кстати, тоже был одним из сотрудников, авторов, точнее, таких активных авторов газеты «Казах», вот жена была Мария Горина и так далее. Это очень интересный момент и в том плане, что эти жены оказались очень верными. И поэтому все эти годы ссылок, которые отбывали их мужья, они сразу взяли фамилии мужей, вот, они были рядом. Только жены безукоризненно поддерживали общественных деятелей. Жена Ахмета Байтурсынова очень любила своего мужа. Они встретились в то время, когда Байтурсынов работал в Кустанайском уезде, где полюбил дочь лесника Александру Ивановну. Они поженились. Брак их был совершен по-мусульмански в Кустанае, и она извинила свое имя и фамилию. Стала именоваться Бадрисафой Мухаммед-Садыковной Байтурсыновой. Они жили в Кустанае, где он работал в русско-казахской школе учителем, но детей, к сожалению, у них не было.
это тоже очень интересный момент, когда студентам рассказываешь о публицистике того или иного человека, личные какие-то вещи всегда, мне кажется, вот имеют место быть, и они всегда интересны, особенно для журналистов, для нашего брата. Но говоря об истоках, традициях газеты «Казах», нужно сказать, что это была газета, которая основала, по сути дела, всю демократическую прессу Казахстана. Не случайно Ахмет Байтурсынов назвал газету, печатное издание, глазами, ушами и сердцем народа. Это знаменитые слова Ахмета Байтурсынова. И я думаю, это действительно так, потому что, по его мнению, газета должна быть трибуной, газета должна быть выразителем общественного мнения, и вместе с тем газета должна быть воспитателем масс. Вот это тоже важно, эта функция. Поэтому мы с полным правом его и его единомышленников в лице Алихана Бухихана, Мыржаха Бадулата, эту тройку считаем основоположниками казахской национальной прессы. Поэтому сегодня мы, когда говорим о газете «Казах», мы должны иметь прежде всего именно это. Вместе с журналом «Майкап», который вот 2 года ранее издавался в Оренбурге и в Троицке, 11-15 год, газета «Казах», регулярная, первая регулярная газета, они, по сути дела, положили начало всей демократической прессе Казахстана. Их было много, впоследствии около десятка изданий Алаш и Алашардинского правительства, и они, в общем-то, продолжили традиции газеты «Казах», а в наше время традиции газеты «Казах» продолжает лучшая казахская пресса. Не все, конечно, не все газеты, я так не могу сказать, но лучшие, достойные представители современной прессы продолжают эти традиции газеты «Казах».